вашей свежей публикации уникальные находки, которые вы привезли с севера Якутии. Так, у нас есть вот новая находка, она просто уникальнейшая на самом деле. Это сохранившийся череп с нижней челюстью родной, ассоциированным, да, так называем. Это череп малого пещерного медведя, который был найден в Абыйском улусе на берегу реки Индигирка. Малые пещерные медведи очень слабо изучены вообще на территории Якутии. Это из группы пещерных медведей, это 4-я находка. Вообще его описал исторически Алексей Алексеевич Борисяк в 20-х годах. Сам директор ТПИНа. Нашли где-то в Краснодарском крае, по-моему. Там были найдены где-то 5 штук скелетированных останков этих животных. И эти животные сейчас носят имя его фамилии Борисяк. Символическая находка. Да, они обладают рядом признаков, которые отличают от бурых и других пещерных медведей. Во-первых, они небольшого размера, относятся к группе малых пещерных медведей, как мы знаем. И у них очень крутой лоб, широкий череп, и там в зубах ряд признаков, которые относят его к пещерным медведям. А чем этот экземпляр питался? Вообще они питались, считается, что исключительно растительной пищей, это грубой. Это рассчитали по стиранию его малярных рядов на зубах. Вообще экология его слабо изучена, но считается, что они именно водились на открытых остепненных ландшафтах на территории Среднеесейской, там Сибири, их находят, там Западной Сибири так часто, а на территории Якутии, по-моему, это 1-я находка. А чтобы зрители представили вот вес обычного бурого медведя и данного древнего пещерного льва, пещерного медведя. Возьмем всем известного бурого медведя, который обитает на территории Якутии, где-то там максимум килограмм 500, наверное, или меньше, 400-500. И вот он где-то килограммах, может быть, максимум 150. Вот небольшое животное, но довольно-таки обладал на самом-то деле характерными медвежьими там повадками. Это стопы в первую очередь. И вообще вот конечности лап, прям как у бурых. А древние люди контактировали с подобными млекопитающими? Или они жили раньше? Да, считается, что они контактировали активно с группой крупных пещерных медведей. Это в европейской части. С человеком? Да, именно контактировали. Они, считается там в ряде литератур, что они активно комплектовали из-за пещер. Потому что они то водились именно там, то плодились в пещерах, и туда заселялись люди позже. Очень интересно. Кстати, много свежих публикаций именно по пещерному медведю в современной литературе? Активно публикуются наши екатеринбургские коллеги. Там находятся? Да, там находятся. И в Новосибирске коллеги печатаются. Там не сказать, что часто находят, но бывают находки. Это не такие там у них редкие находки. А в Якутии тогда это? А в Якутии это очень редкость, потому что пещерный медведь, я опять же повторюсь, это всего лишь за всю историю изучения на территории Якутии это 4-я находка. И, по-моему, это 1-й череп. До этого находили только нижние челюсти и фрагментированные они, по-моему. А последний раз, то есть предпоследний раз, когда это находили и где? Предпоследний раз это находки на берегу реки Колыма, возле поселка Качерский, нижняя челюсть, и на бассейне реки Яна, Верхоянский район.